Абсолютно Академия Анчо, Ехей Наркна, Класс Харкой, Академия Саад, Зекту, Алектико. Ехетли Саад, Дара Крату до Коняхшот, и нас на кнах Дара Гузрасымов и традиция Николотха, и актуал по старых разоха, обснах Инкавыча, Инкавыча, и актуал по Дара Дихадро, старых разоха, Алектико, Трепхера. И выпишем оторова, и центру оторова. Я хотел лекция, зуб обсыхал, здесь так записал, говорит, Ингароква Ишаадша. Ингароква Ишаадша. Свидетели Ингароквы. К дискуссиям об этногенезе абхазов. К большому сожалению, эта тема стала актуальна сегодня. Вот, и мы этой лекцией, которая сегодня прочтет известный ученый, академик Анна, доктор филологических наук, лингвист, историк Вячеслав Андреевич Чириков. Казалось бы, очень старая тема, уже часть нашего исторической памяти, правда же, вот эти все теории, которые в конце концов, вот часть этого наследия и была война наша, к сожалению. Но то есть это вещи совсем не безобидные на самом деле. И что делает эту тему опять актуальной, потому что вот эта теория Ингароквы после долгого периода спячки такой, она вдруг снова возродилась, сильно поддерживается и становится основным грузинским нарративом, но на уровне общественного сознания, на уровне общества. Вот. Я скажу немножко о других тоже слоях общества, но в основном, если посмотреть на блогосферу, на разные уровни представления грузинского общества или грузинских представителей в Абхазии, то эта теория доминирующая. Абхазы – это пришельцы. Вообще-то имя это вообще не абхазы, они вообще не абхазы, они то ли адыгейцы, то ли адыги, то ли кто-то еще, пришедшие сюда, захватившие исконно грузинскую территорию и присвоившие имя абхазов. И все вот то, что здесь есть, памятники, все это как бы не их, то есть не абхазские, а грузинские. Но есть еще другой уровень, академический уровень. Он тоже, в общем-то, эту эстафету принял тоже, к сожалению. И в отличие от тех крупнейших ученых, которые, наоборот, подчеркивали роль абхазского этноса в создании и абхазского царства, и вообще многих этнокультурных процессов на этом регионе. Это был Джавахишвили, это был Чикабава, это была Ломтатидзе, крупнейшие ученые. Вот. То сейчас, наоборот, даже ученики Ломтатидзе, они заняли противоположную позицию по этому вопросу и практически скатились вот на такой сектантский уровень последователей Павла Ингароква. Почему я назвал эту группу такую, преданную своей цели, свидетели Ингароквы, ну, ассоциация с свидетелями Ингароквы, другой сектой, да, которую мы знаем, что это такое. Ну вот, и поэтому сейчас я скажу, так будет мой, так сказать, у меня большой доклад, да, я его публикую сейчас, вот, но я сделаю просто краткий экскурс по предыстории вообще этого вопроса, а потом уже о сегодняшнем дне, мне кажется, более актуально. Вот, в принципе, повторю еще то, что сейчас в блогосфере все мы знаем, все мы видим, что шквал, цунами антиабхазской риторики, нарратива, пропаганды, просто из Грузии идущие, просто шквал. Такого вот я не помню в свое время. Вот. И он значит, происходит на разных уровнях, на обыденном уровне, там, студенты какие-то, там, значит, ну, просто обыватели, но также и на выше, даже вот и сейчас появилось много роликов, профессионально сделанных с помощью искусственного интеллекта на хорошем русском языке. Очень много
роликов историческую тему. Кто такие абхазы, откуда они взялись, кто выиграл грузино-абхазскую войну, значит, кто взял Сухум. В общем, многие темы, которые, значит, абсолютно умаляют, нивелируют роль Абхаза вообще в своей собственной истории. Это, конечно, типичная вещь для грузинской политической культуры. Я давно это заметил. Лишение именем. Вот они не абхазы, а абсуйцы, да, и так далее. То есть ты уже не субъект, ты просто непонятно, что какой-то суррогат. Суррогат и продукт русского империализма, который специально создан, и язык создан, видимо, да, и этнос создан, чтобы священную Грузию наказать за ее стремление к независимости. Вот такой нарратив, он, конечно, примитивный, все-таки он работает на кого-то, и это все на русском языке. Частично на английском языке, но на русском языке. И поэтому возникает вопрос, в чем причина. Ясно, что это системная работа. Ясно, что она оплачивается, что она финансируется, и неплохо финансируется. И ясно, что у нее далеко идущие цели. Там много целей может быть. Их очень вдохновил Грузию Карабах, да, что видите, а где есть Карабах, его уже нету, и так далее. Но кроме того, их целевая аудитория – это российское общество, которое они воздействуют на ресурс помощи Абхазии, поддержки Абхазии. Это Россия и Северный Кавказ, да, часть России. Их целевая аудитория – это российское общество и Северный Кавказ, для того, чтобы посеять, сделать максимальный ущерб нашим отношениям, в общем, для того, чтобы лишить нас поддержки. Это все имеет стратегическое значение, это все небезопасно, и здесь нам не нужно быть беспечными такими и думать, что все это ни о чем. Это все очень даже о чем, и все это может сыграть роль негативную в дальнейших событиях. Поэтому сейчас я уже после такого экскурса, предисловия, уже обращусь к нашему герою. Я принес свою книгу, тяжеленная книга, это оригинал, это их Библия, которой они поклоняются, их Ветхий Завет, 54 года книжка, 10 тысяч экземпляров тираж, было издано в 54 году в Тбилиси. Она не переводилась, но из нее цитаты много цитат было надергано. Прошло более 70 лет со дня выхода в свет печально известной книги грузинского литературоведа. Он не был историком, он был литературоведом. Павел Лингароква, Георгий Мирчули, грузинский писатель X века. В частности, в ней автор пытался доказать, что современные абхазы не имеют исторических корней в Абхазии, а являются пришлым с 17 века народом Северного Кавказа, присвоившим как имя абхазов, ранее относившихся к грузинам, так и страну Абхазию, которая, по утверждению автора, была всегда грузинская и в древности была населена только лишь грузинскими племенами. В своей книге он пишет, я цитирую: «Территория Абхазии в ту эпоху, когда возникло Абхазское царство, то есть в 8 веке, была населена грузинскими племенами. И не только в то время, в 8 веке, а вообще, например, всей истории, древней истории, в античное время, в средние века. Абхазы, живущие в Абхазии другие племена, апсилы, мессемяне, санихи, были такие же чисто грузинские племена, грузинского происхождения, говорящие на грузинском диалекте, как и другие грузинские племена Западной Грузии, карты, мигрелы и сваны». Кстати, карты не являются относятся к Западной Грузии, но все-таки он туда их вставил. Конец цитаты. Но в поддержку своей теории Горко приводил много таких аргументов, основанных на области этнонимы и топонимики, и гидронимики, то есть название мест и название. Например, этнический термин «абхаз», вернее, абаск и Абхазия грузинская, да, абаск греческая, по его мнению, возникла из грузинского племени названием Мосхи, Месхи. Такая как сказать, эквилибристика. Абхазские края, коренная грузинская сторона, которая со старых времен населена была грузинскими племенами, из которых одним из племен были абхазы, то есть месхи. Так он скажет. Топонимика Абхазии автор анализируется на основе исключительно грузинского языка, который доказывает, с его точки зрения, пришлость абхаза на территории Абхазии. Там, я потом попозже расскажу, там название Сухума, Гагры, других мест в Абхазии, Бзыби, реки Бзыб со стороны грузинского языка он расшифровывает. Но даже его фантазия идет на странице Абхазии Сочинский район и даже до прибрежной Черкесии, до Туапсе. Например, название города Сочи объясняет с точки зрения грузинского языка Соча. Соча – сосна. Соча. Хотя в абхазском языке сохранилось исходное название слова Шача без
не че, а че, шача. И в адыгейском языке, шапсурский диалект, саче, саче, то есть че, не че. То есть никакого отношения к сосне не имеет вообще. Но все-таки вот человек, который не знает, лингвист, не знает эти все диалекты, все эти языки, конечно, может произвести впечатление, естественно. Более того, по мнению Гингороква, население к северу от Туапсе, то есть на территории нынешней Адыгеи, исторической Адыгеи, в древности принадлежало к лазской ветви грузинских племен. То есть они не восточные грузины, а лазы, мигрелы там или лазы. Вот. Рассеянный по всему Западному Кавказу гидронимным элементом псы, вода, река, Гингороква объявил грузинскими, поясняя, что в черкесском языке это либо родственные слова, либо напрямую заимствованные из грузинского языка. Ну вот. И касательно Абхазского царства, возникшего в VIII веке, Гингороква пишет, грузинское государство Западной Грузии основано не чужим племенем после покорения, а было создано грузинскими племенами, в числе которых были грузинское племя Абхазы. Правящая династия Абхазского царства, по его утверждению, была не абхазская, имею в виду предков современных абхазов, да, Апсо, а лазская. Никаких аргументов не проводится, естественно. Ну, идеи аргументации относительно истории Абхазии и абхазов были опубликованы в Гингорокве в 3 выпусках журнала «Мнатоби», 1-3 номера. И там писал о том, что абхазы это пришельцы, что они заменили грузин, но эти статьи остались более-менее незаметными большой публикой. Вот, ну, просто кто-то ее прочитал, конечно, но никакого влияния на что она не оказала. Однако иная судьба ожидала другую публикацию Гингороквы, вот эта книжка, вот, которую сейчас я прислал с собой, выданная в 1954 году в бельгийском издании с обсчетом Церали, Георгий Мерчули, грузинский писатель X века, очерки по истории литературы, культуры и государственной жизни Древней Грузии, тиражом 10 000 экземпляров. Вот она как раз вызвала широкий общественный резонанс. Выход книги был встречен восторженно рядом грузинских ученых, писателей, было много положительных рецензий. Вот. Но что интересно, в своих ранних трудах, вот это очень интересный такой момент, Гингороква более реалистично оценивал историю взаимоотношения грузинов и абхазов. Так, в 18 году, в статье 18 года, он писал, я цитирую, «Абхазы с грузинами связаны многовековой культурной общностью. Абхазы изначально входили в грузинскую государственную единицу, а абхазское племя, несмотря на свою малочисленность, имеет большие заслуги перед историей Грузии. Из Абхазии началось государственное возрождение Грузии, отражением чего являлась титулатура грузинских царей, начинавшаяся так, царь абхазов и картвелов. И даже грузинская династия была наполовину абхазская. Абхазы дали стране не только ни одного, ни двух выдающихся личностей. Вот, например, грузинский философ Иоанн был абхазец по племени. Короче, 20-вековая история Грузии является одновременной историей Абхазии. Конец цитаты. Дальше в статье 1941 года уже, озаглавленной Леонтием Муравели, грузинский писатель VIII века, он пишет следующее. Началось то большое движение и политическая экспансия абхазского племени, которые оставили, то есть VIII век, которые оставили такой значительный след в политической истории Древней Грузии, в результате чего абхазское племя втянулось в общую жизнь Грузии и внесло большой вклад в дело государственного строительства Древней Грузии. Абхазская династия огрузинивается, переходит на грузинский язык. То есть явно, что до этого был не грузинский язык, правда же? То есть совсем другая концепция. Однако позже, как мы увидим, сейчас и расскажем об этом, взгляды Павла Гингороква на абхазов и Абхазию привели к коренное изменение, что я уже цитировал выше. Что же послужило триггером для такого крутого поворота? Вот как представляется, немаловажным для понимания такого концептуальной ревизии собственных взглядов автором является учет исторического контекста. Случилось так, что во время написания Гингороква своей книги, рукопись была сдана в типографию в июле 1951 года, совпало с кампанией по депортации ряда народов Кавказа в Казахстан и Сибирь. Из Северного Кавказа чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, 43-44 год. Из Грузии месхетинских турок, курдов, армян, мусульман и понтийских греков, 44 год, 49 год. И часть территории этих республик была присоединена к Грузинской ССР. В Абхазии в 1949 году депортации подверглись более 6 тысяч абхазских греков, а также турки, лазы и немцы. Их дома были отданы переселенным из Грузии колонистам. Вот. И в то же время планировалось выселение абхазов. Это совершенно такая, как сказать, сложная тема, но все-таки очень много косвенных данных, которые говорят о том, что это планировалось. Вот. И какие-то косвенные данные об этом есть. Об этом, кстати, писал известный русский историк Александр Неклич. Включал абхазов в тех народов, которые планировалось выселить из своей территории.
Вот, и, конечно, видится план построения Великой Грузии с полным одобрением финансовой поддержкой верхушки в Кремле в лице Сталина, Берии и других этнических грузин. Включал даже, вот там два таких были, значит, процесса. Первый – это расширение границ Грузии за счет других соседних территорий, а второй – это достижение этнической гомогенизации Грузии за счет депортации некартвельских народов. Вот. Куда входили также и абхазы, естественно, то есть внекартвельские народы. Почему же это не произошло? Вот я считаю, что Сталин не дал добро на выселение абхазов. Я считаю, что это было его решающее, то есть ждали его решающего добро, Берия это планировал. Почему это не сделал? Он сделал не по сентиментальным соображениям, не потому, что он там как-то кого-то любил сильно, потому что он считал, что, во-первых, было послевоенное время, да, 49-й год, он считал, что абхазы и так близки к грузинам, вот, они учат грузинский язык в школе, скоро станут грузинами, зачем тратить деньги, значит, на то, чтобы их куда-то переселять в Сибирь, в Казахстан, и решил, что будет намного экономичнее на месте их ассимилировать. Я думаю, что это единственная причина, которая вот объясняет, почему все-таки затея Берии и его команды не удалась по депортации абхазов. Вот. Ну, кстати, было в то время еще было претензии к Турции, в то же самое время хотели часть древней грузинской территории, которая сейчас в Турции находится, хотели вернуть обратно. В общем, по крайней мере, в общем-то, здесь много было таких событий. На всем этом труд Ингорок вот этот, доказывающий неисконность, пришлость абхазов на территории нынешней Абхазии, предстает не просто набором историко-филологических изысканий кабинетного ученого, а приобретает вполне очевидный политический подтекст. Уместен вопрос, не стоял ли перед автором, ранее не подвергавшим сомнению автохтонность абхазов на их территории, задача научно, в кавычках, конечно, обосновать планируемое выселение абхазского народа. И об этом, кстати, писал Станислав Лакоба тоже, что это все не случайно. Именно в это время, вот когда выселялись другие народы, появилась эта книга. Однако в 1943 году Сталин неожиданно умер. То есть за год до выхода этой книги он скончался. Со сменой руководства в Кремле затея по выселению абхазов стала уже нереализуемой. Так что выход книги Ингорока в 1954 году, спустя год после смерти Сталина, для убеждения которого, в том числе, скорее всего, эта книга была написана, можно считать несколько запоздалым. Книжка запоздала, да. Вот Грозного Сталина уже не было, и ситуация в Советском Союзе стала стремительно меняться. Вот. И, значит, хрущевские реформы, хрущевская политика по десталинизации привела к большим массовым, значит, волнениям в Грузии. Вот. И было очень много обращений со стороны из Абхазии, из Южной Осетии о том, что производилась искусственная ассимиляция абхазов и осетин. И жалоб очень много было в Кремль, и поэтому было 10 июля 1956 года вышло постановление Президиума ЦК КПСС об ошибках и недостатках в работе ЦК КП Грузии, которое обязывало ЦК КП Грузии исправить нарушения национальной политики, в частности в отношении к абхазскому народу. Вот. Ну вот на этом меняющемся идеологическом фоне ответом на публикацию книги Ингорокова явилась ее сокрушительная критика со стороны видных абхазских ученых. Так, в рецензии на книгу Ингорокова в 27-м выпуске трудов Абхазского института за 1956 год абхазский историк-медиевист Зураб Минчабадзе подробно разобрал ошибочные построения автора касательно абхазов и Абхазии в интерпретации как исторических фактов, так и топонимики. Его вердикт гласил: первое – явный дилетантизм, незнание многих фактов источников истории Грузии. 2. Присваивание научных трудов других ученых. 3. Фальсификация источников с целью обосновать свои ошибочные положения. 4. Игнорирование материалов, противоречащих его концепции. В том же выпуске трудов вышла статья также филолога Хута Бгашба, где подробно рассматривались филологические изыскания Ингорокова абхазского языка в области топонимики и гидронимики. С критикой, что очень важно, критикой теории Ингорока выступили и видные грузинские ученые. Вот, в частности, крупнейший абхазовед, лингвист профессор Кетеван Ломтатидзе и ведущий историк, академик Николай Бедзинишвили. Они опубликовали, значит, рецензии, подробные рецензии на Ломтатидзе по поводу филологических, значит, аспектов теории Ингороковой, а Бедзинишвили исторических, где они, значит, резко отрицательно оценили этот труд. Вот в Абхазии, в советской газете, в советской Абхазии газете опубликована статья грузинского профессора Георгия Саселя, который также написал статью «Вопреки исторической правде», 1955 год, и также он критиковал этот труд Ингорокова.
Вот. В ответ сторонники Ингороквы перешли в контрнаступление. Как замечает Георгий Анчабадзе, сын Зураба, в их глазах Ингороква приобрел ореол мученика, который наказан за его патриотическую позицию. В защиту Ингороквы выступили ряд грузинских ученых, литераторов, таких как Гамсахурдия, Константин Гамсахурдия, Леонидзе, Шенгелия, Джгенти. Поэт Алио Мирсхулава в грузинской молодежной газете «Халгарзда Коммунисти» в 1957 году назвал Ингорокву выдающимся писателем, обвинив Беззанишвили и Лунтадзе в том, что они отрицают грузинство грузинского народа и реальность его коренного обиталища. Дискуссия с неизбежностью выплеснулась на политический уровень. Абхазский обком КП Грузии, Соединенное Абхазская ССР в 1955 году направил ЦК КП Грузии письмо, предложение осудить книгу Ингороква, но этого сделано не было. Вот. Но были также обращения в ЦК КПСС, и, в общем-то, я думаю, в конце концов, видимо, давление со стороны Кремля вынудило грузинское руководство сделать ЦК КП Грузии сделать, значит, такое постановление о ошибочности дискуссии в журнале «Натоби», и как бы негласно, так вот, то есть не явно книга была осуждена. С тех пор теория Ингороквы, оставившая болезненный шрам на грузино-абхазских отношениях, осталась полузабытой. То есть в советское время, уже вот после уже во время, значит, периода хрущевского, брежневского периода. А в самой Грузии властями на нее был, скорее всего, наложен негласный запрет с целью недопущения обострения и так непростых отношений с Абхазией. Серьезные ученые на нее не ссылались. В учебных пособиях по истории Грузии, включая «Историю Грузии» под редакцией Берзанишвили, восьмитомник «Очерк истории Грузии» под редакцией академика Меликишвили, принадлежность апсилова-базгов к абхазскому этническому миру не оспаривалась. Однако уже в конце 80-х годов, в период перестройки и гласности, когда все идеологические табу были сняты, и национализм заполнил вакуум, оставшийся после крушения идей коммунизма. И вот в Грузии теория Ингороквы переживает новый расцвет, уже в конце 80-х годов. Ну вот, дело в том, что абхазская проблематика вновь стала актуальной для той части грузинской элиты, которая на фоне дезинтеграционных процессов в Советском Союзе серьезно опасалась отделения Абхазии от Грузии и пыталась с помощью удобной теории грузинского ученого обосновать тезис о том, что поскольку абхазы являются исторически пришлым народом, якобы, то никаких прав на территории, которые они населяют, они не имеют, и, соответственно, права на самоопределение у них нет и не может быть. Звят Гамсахурдия, сын Константина Гамсахурдия, который стал первым президентом Грузии, он на митингах говорил о том, что абхазская нация в истории никогда не существовала. Есть, в YouTube есть такие, значит, можно посмотреть на это. Ссылаясь на работу Ингороквы, Гамсахурдия объявил абхазов адыгейцами и заявил, что абхазы могут самоопределиться, но не в Грузии, а на Северном Кавказе, откуда они пришли. Но понимая полную научную состоятельность этногенетических построений Ингороквы и его последователей, ряд грузинских ученых выдвинули компромиссную теорию двуаборигенности Абхазии, согласно которой на территории Абхазии с древности проживали исконно два народа – грузины и абхазы. И потому Абхазия является исторической родиной как абхазы, так и грузин. Политическая подоплека и здесь вполне очевидна. Раз грузин также является аборигеном Абхазии, то без их согласия право на самоопределение абхазы обладать не могут. Без согласия Грузии абхазы не могут самоопределиться. В современной Грузии Павел Ингороква фигура почитаемая, причем не только как научная, но и как политическая. Он считается одним из основателей грузинского государства. Он действительно много чего подписал, много где участвовал. Вот нынешний этап характеризуется, по сути, возрождением идей Ингороквы в Грузии относительно пришлости и поздней присутствия абхазов на территории Абхазии. Ну вот как представляют истории Грузии, я уже подхожу к конкретным авторам и книгам, которые сейчас уже выходят большими тиражами, тиражируются. Абхазия, исторический опыт Грузии, современные ученые, Павел, который является последователем Ингороква, мигрельские грузинские мигрельские историки Джемал Гамахари и Бадри Гогия. Вот они пишут: территория современной Абхазии, а также земли к северо-западу от нее, вплоть до реки Кубань, это уже не Ингороква, это уже современные авторы пишут, грузинские историки, профессора, вплоть до реки Кубань, вот до Кубань. Древнейших времен составляли часть Грузии, а в период ее разробленности части грузинских политических единиц – Колхиды, Лазики, Мерети, Мигрелия. Означенная территория издревле населена была грузинами. С XI века в пределы Грузии стали проникать абсуйские племена. Мы с вами, то есть наши предки. Но до XVI века границы Грузии простирались все же до Малой Хазарии, то есть до Кубани.
В 16-17 веках земли до реки Ингури были оккупированы абсуйцами, подстрекаемыми и направляемыми Турцией. Пока еще России не было, Турция была, значит, как бы самым главным этим виновником. И грузинское население было либо уничтожено, либо вытеснено, и ассимилированное абсуйцами, язычниками вот эти населения приняло грузинское имя абхазов. Ну вот, так что, а потом уже Российская империя сумела сформировать из малочисленного, политически и культурно отсталого абсуйского населения свою опору в борьбе с авангардом демократического движения в крае, с грузинским населением. Но в том же духе и практически в тех же параметрах описывает этногенез абхазов и другой современный активный последователь Нгороквы Теймураз Ганцеладзе. Он абхазовед, абазиновед, он знает абхазский язык, он на нем говорит, и он ученик Ломтатидзе. Вот. Значит, вот много сил и времени Ганцеладзе посвящает доказательству неисконности абхаза на территории Абхазии, публикуя свои, значит, труды как на грузинском языке, так и на русском языке, а также на английском языке, даже 2 книжки его изданы, вернее, статья и книга издана. Более того, эта тема посвящена его докторской диссертации, где он аккумулировал лингвистическую аргументацию, призванную доказать позднее пришествие абхазов Апсо на их нынешнюю территорию. Я хочу уже перейти уже от того, чтобы описывать их позиции, это они очевидны совершенно, вот уже к некоторой полемике с ними, потому что все эти вот их предположения, теории, они все очень уязвимы с точки зрения доказательства. Вот, и очень легко их можно опровергнуть. Вот, например, такие пассажи из работы Ганцеладзе. Вот стремление добыть подтверждение тезиса о более раннем пребывании абхазского этноса на территории Северного Кавказа, он предпринимает попытку найти подтверждение этому в труде европейского автора XIV века Джона Мандевиля, книга «Чудес света», в которой якобы содержится указание на местонахождение абхазов в средние века, абхазов и страны Апсны на Северном Кавказе, вот, в XIV веке. Значит, вот приведем пассаж из книги Мандевиля. После этого следует царство Грузия, которое начинается к востоку, у великой горы, называемой Абзор, где живет много разного народа, и страна называется Аламо. Вот. Ганцеладзе переделывает произвольно Абзор, Абсон, а Абсон в Апсны. Вот метод, да, замечательный. Однако все комментаторы этого труда, его много переводили на разные языки, истории комментировали, все под горой Абзор понимают Эльбрус, а страна Аламо – Алания. Все сходится, все логично и все все бесспорно. И тем не менее, все-таки из этого делается какая-то вот интрига, какая-то история. Кроме того, в качестве другого историко-филологического аргумента Ганцеладзе привлекает данные старых европейских карт, на которых отмечен топоним Аква. По его утверждению, присутствие абхаза в бассейне Кубани документирована карта 1561 года итальянца Джакопо Гастальди, на которой Абхазская область, Абквас-Реги и город Аква зафиксированы на Северном Кавказе, в бассейне Кубани. Однако все дело в том, что я, кстати, вот изучал подробно, вот у меня книга была по итальянским колониям в Абхазии, и подробно карты изучал средневековые, поэтому я эту тему знаю очень хорошо. В чем дело? Тоже предшественник Гастальди, другой итальянский картограф Баттиста Аньезе, не зная, куда на своей карте Европы, датируемой 1540 года, поместить Абхазию и ее город Аква. То есть Абхазия, он знает, что она есть, но он знает, что была Диаскурия, вот она здесь, что сейчас называется Себастополис, он здесь, Акву куда девать? И он не знал, куда его деть. Вот. И поэтому поместил ее, нашел пустое место на севере, куда передвинул королевство Абхазия с городом Аква. Поместил их неподалеку от столицы монголов Сарай на Северном Кавказе. Ошибку Аньези повторили очень много картографов. Вот просто взяли его карту и стали тиражировать. Это фламандские картографы, голландские, немецкие и так далее. Поэтому здесь очень много... Ошибка Аньези повторилась просто тиражирована многими картографами. А чем объясняется ошибка картографа? Потому что в 15 веке Малую Азию захватили турки. И они выгнали отсюда генуэзцев.
у картографов уже не остались уже специалисты и там, консультанты по этим территориям, где они работали, у них фактории были. Поэтому просто они вот не знали, кого спросить, вот, в случае, когда они не знали, куда девать какие-то области. И вот это объясняется ошибка этих картографов. Очень логично. Но, с другой стороны, именно на этих картах, например, пример такой, что на одной из карты того времени Мигрелия помещена на территории Западного Кавказа вплоть до Тамани. Ну, явно, что этого не было, правда же? То есть явно, что потеряли уже связь с регионом и как-то уже фантазировали картографы. С другой стороны, именно на этих картах, начиная, по-видимому, с карты Батиста Аньезе, впервые, то есть 1540 год, впервые отмечается исконное абхазское название города Сухум, что отражает изменение политической ситуации в регионе, восстановление к 15 веку абхазского контроля над центральным городом Абхазского княжества, где мы сейчас находимся, в Сухум, Аква. А аконим Аква вполне надежно этимологизирован на абхазской почве. Я считаю, что это как бы такая этимология, что с утратой начально Х из Хаква. Ха – это камень, а хаш, да, известняк, хаш – белый камень, да, ха, а хапы – то же самое, каменные навершие. А вторая часть – это аква, она связана с словом нагромождение чего-либо. Абхаква, сток сена, значит, атаква, сток сена, да. Абхаква – это кукурузная солома, да, сток. Ачаква – сток соломы и так далее. Как было указано выше, Батиста Аньезе и другие картографы помещают Акву прямо напротив Севастополя, просто слишком далеко на север. Вот это была ошибка, что они не знали, что это тот же самый город. Но почему так? Вот я считаю, что это было потому, что вот Аква относилась не к побережью, а к замку, который сейчас называется замок Баграта. Вот там это находился крепость, которая называлась Аква. И об этом, кстати, пишет вот в 18 веке немецкий автор Якоб Рейнекс. Твердыня Агва или Аку, твердыня, расположенная на скале, значит, в виде лестниц, на скале, то есть в горах, то есть не на побережье Аку было. То же самое значит, описание Цхума, ну, который тоже самый Сухум, картофа грузинского 18 века, царевича Вахушти, к западу от которой течет река Цхоми. На этой реке, на горе находится Цхоми, то есть на горе находится город. Да? Вот. Поэтому я думаю, что именно поэтому этот картограф помещали Аку в горах, но слишком далеко его передвинули. Одним из доказательств этих последователей Ингороквы о том, что город Сухум назывался Цхуми в средние века. Откуда происходит Цхуми? На самом деле очень сложное слово, трудно понять. Вот слово Сухум нынешнее, оно значит, происходит из турецкого языка. То есть оно как бы взято из турецкого языка, в русском языке и других языках, потому что они зависят от слова цхуми или цхоми даже, да. В турецком языке нет согласного «ц». Они у нас «ц» переделали. У них нет начальных сочетаний согласных. Они его разбили гласным. Получилось из «схум», получилось «сохум». По-турецки сейчас «сухуми», да? А грузины уже забыли слово «схуми», забыли свое слово, и взяли у турок уже слово, а уже из грузинского взяли уже и русский и так далее. То есть такая интересная история этого слова. И вот грузинские авторы еще до вот этих Гванцеладзе считали, что слово «цхуми» происходит от сванского слова «цхум» – граб. Ну, такое растение – граб. Ахеца. Вот. Ну, во-первых, понятно, почему город назывался Граб. Странно, правда же? Должна какая-то мотивация. Либо большой граб, либо какой-то кривой граб. Ну, просто граб очень странно. Тем более в сванском языке, вот сванское, сванское слово грабовая роща цхуймра, там с суффиксом ра, а здесь просто цхум и все. То есть не очень похоже. И вот высказано давно уже предположение о том, что слово «цхуми» происходит из искаженной грузинской передачи абхазского названия пригорода Сухума Тхубын. Вот. И второй часть Тхубын, это там два корня, тх и бын. Бын – это абна. А тх я связываю с корнем, вот есть слово атхиш, ров, атха, ложбина, овраг, рытвина. То есть вот практически лощинный или овражный лес. Тхубын, тхубна. Вот. А значит, в грузинском языке этот абхазский топоним мог дать цхуми через дабы тхубун, тхумун, цхумун. Это гипотеза, не очень
такая очень хорошая, но другого объяснения пока слова цхума нету, кроме вот этого. Либо граб, который не имеет никакой мотивации совершенно, ну, причем граб и город, да, и так далее. Вот, значит, и второе слово это гагра. Вот. Что проще, потому что, значит, вот такие авторы, как вот Мепчуани, сванский лингвист, он возводил слово гагра к сванскому слову гакра. Гакра, вот гак это орех, да, ну, араса, орех, а ра это суффикс, то есть орешник. Орешник. Опять же, гагра, почему орешник? Вот где мотивация названия города? Совершенно непонятно. Вспомним, вернемся к Сухуму. В первом веке нашей эры Плиний рядом с Севастополем, Сухумом, упоминает племя апсилов, но вовсе не сванов, скажем, да? Если бы там были сваны, он сказал бы сваны. То есть, поэтому тогда уже их там не было, или тогда еще их не было. И то же самое здесь. Вот по данным греческих и римских источников, в этом регионе, вот Гагры, да, проживали средневековое племя санигов, саниги, но отнюдь не сваны, суанес, так? Который помещается греческим географом Страбоном, не побережье в горах. Страбон писал, что сваны живут в горах. Вот, а это побережье Гагры. То есть явно и другой регион совсем, Западная Абхазия нынешнего. Никто из старых авторов не фиксирует сванов на побережье, тем более в Западной Абхазии. И кроме того, как в случае с Хуми, неясна мотивация названия данного поселения Орешника. Вот в чем эта особенность? Название Гагры имеет очень хорошую этимологию на самом деле. Могу поздравить нашего друга, лингвиста Валерия Кварчия. Я считаю, что он попал в точку в этом плане. И, значит, он рассматривает слово как сокращение от гакыра, агакыра, удерживающее побережье. Это очень хорошая этимология, потому что в этом месте горы подходят близко к берегу. Как Дербент называли еще, как бы Дербент, да, подходит. И здесь очень маленький отряд может целую армию задержать. Это место, закрывающее побережье на самом деле. Гакыра, агакыра. И вот на старых картах итальянских слово «гагра» представлено в полногласной форме «какара». «Какара», прям буквально как вот должно было быть в древнеабхазском языке. И также, кстати, у Эвлия Челеби в 17 веке «гагра» переводится как «какыр». «Гакыра», прям буквально, да, «какыр». Так что, в общем-то, кстати, в средневековой грузинской фиксации название города тоже Гагари, тоже полногласное. То есть никакого отношения к Гакра оно явно не имеет. И очень похоже на... Да, кстати, тоже, да, правильно, Гаграми Ркоид, вот это место было, где держали побережье. Абсолютно точно, абсолютно точно. Когда я в Турции был, я сказал, ко мне спросили, ты откуда, Обатпею, да? Я сказал, с Гагратуп. Они так удивились, думают, что Гагра это просто какая-то сказка, где персонаж удерживает как его побережье, да? Гагра Амёрской, это сказка такая у них есть. Они не знают, что это реально как и город есть, Гагра. И, наконец, вот такие еще, ну, уже немножко совсем о других абхазских словах, глоссах, которые сохранились в древнегрузинских источниках, которые тоже говорят о том, что в средние века абхазы были теми, кем они являются сейчас, то есть нынешним, как его, этносом. Лаша и Апсары. Об этом много говорилось, много писалось, но тем не менее у нас есть значит, факт, то, что царица Тамара, которая вот, это золотой век грузинского значит, царства, самая прославленная царица Грузии, назвала своего сына Георгия вторым именем Лаша. Георгий Лаша. Отцом Тамары был царь Георгий III из абхазской ветви династии Багратионов. А мать осетинская принцесса Бурдухан, дочь аланского царя Худдана. Первым мужем Тамары был русский царевич Боголюбский, да, Андрей Боголюбский, Юрий Боголюбский, да, а вторым мужем был осетинский царевич Сослан. Их сын, который впоследствии стал царем Георгием IV Лаши, по крою был более осетином, чем грузином даже. Однако назвала его абхазским именем вторым – Лаша. Почему? Значение этого факта трудно переоценить. Во-первых, Тамара тем самым, как я считаю, продемонстрировала свою династическую преемственность как от линии абхазских царей Леонидов, так и от абхазской ветви царского дома Багратидов. Также официальная титулатура грузинских царей эту преемственность подчеркивала, начиная с упоминания абхазов. Царь абхазов, Картвелов, Ранов, Кахов и так далее. Во-вторых, это свидетельствует о ее особых связях с Абхазией и стремлением эту связь подчеркнуть. Она подчеркнула связь с Абхазией. Это указывает также на присутствие при грузинском дворе абхазских феодалов, что довольно известно.
Грузинские хроники, кроме того, она показала свое даже поверхностное знание абхазского языка. Вот она слышала его, она знала это слово, и он понравился ей, она назвала своего сына Лаша. Кроме того, еще есть такая гипотеза о том, что это был эпитет, это был титул Лаша, светлый, светлейший, светлый князь, да, Лаша. То же самое, кстати, у адыков тоже нах, да, нахуй то же самое. Абхазский Лаша это ла глаз, ша это белый. Вот цвет глаза, буквально, этимологически. Также по-адыгски нах, на это глаз, и ху это белый. То есть, в общем-то, это могло использоваться как эпитет, да, светлейший. Ну, как царь, да, светлейший, тоже не исключено. И вот, значит, грузинский хронист, который пишет об этом Лаше, он пишет, что слово Лаша переводится не просто мы думаем, что это Лаша, абхазское слово, а то, что он переводит его. Пишет, слово Лаша означает на языке абсаров свет. Он просто переводит слово, понимаете, удивительным образом, 14 века хронист. Тем самым абхазское имя Лаша, хронист, доносит до нас другое абхазское слово, кроме Лаши, абсар. Абсар, содержащий тот же самый корень, что и абхазское название апсуа, апс корень, а также архаичный суффикс множественного числа ар. Он сохранится в абхазском языке, в абхазском языке 4 суффикса множественного числа, ква, ча, а и ар. Ар сохранился, он не продуктивным суффиксом, такие слова, как, допустим, ацис, ацар, или ацара, да, ацар. Адзис, козленок, адзар. Да, асис, асар, асарак, да, асар и так далее. То есть это древний суффикс, который очень древний, потому что он имеет связь даже с дагестанскими языками. Это очень древнее наследие северокавказских языков. Потому что суффикс ква, он более поздний, связан с адыгским квад, много, то есть буквально в наречии было много, стало суффиксом и так далее. Это, так что, в общем-то, то, что вот хроника сохранила нам не только имя Лаша, да, явно абхазское слово, но также и слово абсар, то есть где отражение абхазского этнонима апсуа и суффикс множественного числа ар. То есть целых 3 абхазские элемента в хронике рукописи 12, относительно к 12 веку. Это очень древнее свидетельство. Для нас у нас нет своих собственных рукописей, поэтому это очень важный факт, говорит о том, что абхазы в 12 веке говорили на абхазском языке, который сейчас тоже нам понятие, мы его, так сказать, анализируем на основании нашего знания об абхазском языке. Еще 2 интересных элемента. Фамильный суффикс пхе. Пхе или хе. Очень важное свидетельство не только древнее присутствие абхазского языка на территории Абхазии, но, что очень важно, его влияние на соседний мигрельский язык, а также на западные диалекты грузинского языка. Суффикс, оформляющий женские фамильные имена. В мигрельском языке этот суффикс упоминается в форме хе. Зинцаре хе, женщина по фамилии Зинцаре. Зики хе, женщина Зики. Дади хе, женщина по фамилии Дадьяни. И так далее. В форме пхе используется суффикс западно-грузинских диалектов, гурийском, имеретийском, аджарском. Например, гурийское гуриели пхе или гури пхе, женщина по фамилии Гуриели. Бери пхе, женщина по фамилии Беридзе. Рами пхе, женщина по фамилии Рамишвили и так далее. Аджарское Ногайдели пхе, женщина по фамилии Ногайдели. Дадьяни пхе, женщина по фамилии Дадьяни. Миритинская Чиковани пхе, женщина по фамилии Чиковани. Ратьяни пхе, женщина по фамилии Ратьяни и так далее. Значит, вот форма хе, кстати, вот в турецком абхаз диалекте, там, вот, допустим, если женская форма имени, допустим, там Аргун, да, они говорят не Аргун пха, а Аргун ха. Вот ха это и есть хе, сокращенная форма. Ну а в других, естественно, диалектах это пхе, пха. Вот женский фамильный суффикс также пхе, также в лазском языке, в Турции уже, то есть лазы получили его, вот какой эстафеты, однако у них уже часто он оформляет даже мужские имена, то есть они уже забыли, что это женский суффикс, да, уже потеряли исходную семантику и уже оформляют в качестве и мужских имен. Этот формат происходит от абхазского суффикса женских форм фамильных имен пха, то есть дочь, абха, дочь, рост на адыгском пху и убыхском пхя, дочь. В абхазских диалектах встречается суффикс в качестве в форме пха, пха или ха. Ну вот на абхазское происхождение суффикса указывали также уже такие авторы, как Марки, Пшидзе, Иналопа и так далее. Вот учитывая то, что в мигрельском языке форма имеет, суффикс имеет форму хе из а в западно-грузинских диалектах пхе, я считаю, что говорит о том, что
вот эти западные диалекты заимствовали не из мигрельского языка эту форму, а прямо из абхазского языка. Тогда, когда абхазский язык был языком двора в Кутаиси, одним языком двора Кутаиси, это Гурия, кажется, да, Кутаиси, это Гурия, да? Имеретия, да. Когда они прямо слышали абхазскую речь, и вот эта, значит, камильфотность абхазских вот этих формантов, да, фамилий, оно могло быть, конечно, модным таким приемом для того, чтобы показать свою какую-то возвышенность. И вот стало популярным и сохранилось до наших дней в этих диалектах. Таким образом, значит, наряду с фактом названия царевича Георгия вторым абхазским именем, а также популярность в Западной Грузии абхазского формата женской фамилии Пха является еще одним весомым аргументом, говорящим против тезиса Ингороква и его адептов о якобы отсутствии абхазова апсу, соответственно, абхазского языка на территории Абхазии в раннее Средневековье. Вот я еще считаю, что и суффикс «ва», мигрельский суффикс «ва», да, «чикобава», там, и так далее, «ва», да, он также, возможно, этимологии хорошей нет, никто не доказал еще, что это откуда происходит. Может, абхазское происхождение. Потому что у них в форме есть вот такие алломорфы, да, такие «ва» чередуется с «а». Вот «микава», «мика», там, «берава», там, какие там «ва». Значит, «бокучава», «бокуча», они прямо так пишут в словарях. «Бокучава», «бокуча», значит, «абхазава», «абхаза», «личава», «лича», «папава», «папа», «кардава», «карда». То есть это как бы варианты суффикса «ва». И вот я считаю, что, почему я считаю, что может иметь абхазское положение, потому что в мигрельском языке сочетание два «а», двухгласных, оно разбивается согласными. У них нет, у них запрет на 2а. И, допустим, вот слово мсуа это псо или мсо это крыло. Они произносят как мсува, вставляют вставной ва. Поэтому вполне возможно, что исходная форма была из абхазского аа суффикс, допустим, ну, вы знаете, да, карда, там, чрыга, не знаю, джапуа, да. Потом одна из форм была ва. И вот она как бы попала в официальное употребление. И вот моя гипотеза, я на ней не настаиваю, тем не менее, одна имеет право на существование. Кроме того, непровержимым свидетельством древнего и длительного соседства абхазцев и мигрелов и, соответственно, интенсивного языкового контакта между народами служит обширный пласт взаимных лексических заимствований. В абхазском языке очень много мигрелизма на самом деле. О чем он говорит? О том, что очень тесное общение было, правда же? Очень древнее общение. Однако и в мигрельском языке очень большой пласт абхазских слов. Огромный пласт. Просто огромный пласт. Я просто вам буду читать, если не остановлюсь. Видите, 3 страницы, пожалуйста. 3 страницы полные. У меня отдельная статья по этому. Просто примеры приведу. Акваква, шея, акваква, шея. Бжаке, борода, аджаке. Махваре, рука, амахвар. Значит, лабаща, алабаща, да? Аныга, аныга. Хирадзага, ахрадзага. Абарца, балкон, да? Агварта. Амхара. Огромное число. Ганда из анда, забор. Типу, атып. Значит, агварта, стадо, гварта. Бацу, мушмала, абац. И так далее. Очень много. Я не буду себе перечислять всех. Вот. Но что важно здесь? О том, что не только слова были заимствованы, но также грамматические элементы. Это очень важно. О чем он говорит? О том, что влияние абхазского языка было не просто лексическим, оно еще было грамматическим. Означает, что влияние было сильным и очень старым, то есть очень древним. Вот такие в мигрельском языке из абхазского языка заимствовано приверб кыла. Вот кылпрара, да, кылпра, сквозь что-то пролетать, допустим, кылпра. Вот в мигрельском языке, например, кыла-рауа, выгонять наружу, кыла-рауа. Абхазском кылцара, выгонять, да, кылырцей, да, выгнали. Вот. Это один приверб. А второй после лог, то есть суффикс, который указывает на направление. Вот у них в абхазском языке ах, да, допустим, ашколах, да, ах, сой, да, или, допустим, аюнах. А в мигрельском языке это был суффикс в виде х или хи. Например, уде – это дом, уде – шахе. Они сочетали его с ша тоже, ша – направление, плюс хе вот это. Уде шахе – до дома.
Зугиди Шах, да, Зугдиди и так далее. Эта статья, суффикс был выявлен грузинским ученым лингвистом Гудава в статье 1977 года. Вот. То есть представленный материал говорит о том, что не только было сильное лексическое влияние абхазского языка, но также и грамматическое влияние, что говорит о положительном периоде языкового контакта и взаимодействия между родственными между собой абхазским и мигрельским языком. Если бы это было недавние пришельцы, да, как говорят Лингароква его в 17 веке, они не могли бы столько много вклад внести в мигрельский язык совершенно. Так что вот я уже завершаю свой рассказ. Целью настоящего доклада явился критический анализ концепции, выдвинутой грузинским историком литературы Павла Лингароква, ключевым для которой является отрицание автохтонности абхазского этноса на территории Абхазии. Ранее отмечалось, я отмечал выше, что существовал зловещий деструктивный подтекст теории Лингароквы. То есть он был создан с какой-то целью. Это не было просто какой-то полет мысли грузинского филолога. Это была целенаправленная и политическая акция, как я считаю, попытка идеологического исторического обоснования планируемой депортации абхазского народа в районы Казахстана и Сибири, по аналогии с практикой выселения других этнических меньшинств, проживающих в Грузии в сталинский период, включая месхетинских турок, понтийских греков, курдов, армян, мусульман и так далее. Кстати, вот я занимался лазским языком, вот я в Ишере нашел, у меня много материала по лазскому языку, вот я еще до войны, то есть в 80-х годах, я в Ишере с лазской одной пожилой общался, и она сказала, что она пережила депортацию в сталинское время, вот в Сибири они были, и когда они привезли их, там были бараки пустые были. Она спросила у начальника, а для кого это бараки? Они ему сказали, для абхазов. То есть такие вот вещи, которые очень заставляют о чем-то задуматься. То есть на современном этапе актуализация идей Лингароквы преследует иную политико-правовую цель. Уже не депортация абхазов, а другая цель, как в то время. Исходя из положения о том, что современные абхазы, Апсуа, якобы не имеют исторической преемственности с древним средневековым населением Абхазии, сторонники данной концепции выдвигают тезис об отсутствии у абхазов легитимных исторических оснований для реализации права на самоопределение и создание собственного государства. Поскольку они пришельцы, они имеют право на территорию, имеют право на самоопределение. По сути, ту же цель преследует близкая по своим политико-правовым импликациям компромиссная концепция двуаборигенности абхазов, с которой, как абхазские казахские этносы, рассматриваются в качестве автохтонного населения Абхазии. В силу чего правосубъектность абхазского населения в вопросе самоопределения без согласия или участия грузин постулируется как нелегитимное, и право на самоопределение Абхазии не обладают. Приведенная в статье аргументация ориентирована на демонстрацию несостоятельности наукообразных построений указанных авторов, основанных на тезисах о якобы отсутствии исторической, культурной и языковой преемственности между современными и древними абхазами, об отсутствии абхазского языка на территории Абхазии в античные и средневековые периоды. Данными объективной науки, лингвистики, топонимики, истории, археологии, антропологии, эти безосновательные и лишенные доказательной базы этногенетические конструкты не подтверждаются. Напротив, верифицированная совокупность данных исторических, лингвистических и смежных дисциплин говорит о том, что формирование абхазского этноса происходило на территории исторической Абхазии. При этом анализ имеющегося корпуса источников позволяет предполагать, что наиболее значительные миграционные процессы средневековые периоды были ориентированы не с севера на юг, а с юга на север, из Абхазии на Северный Кавказ. Одним из свидетельств того является присутствие абазинского этноса на территории современной Карачаево-Черкесии. Конечно, это не исключает каких-то передвижений отдельных групп населения в ту или иную сторону. В результате длительных языковых контактов между абхазами и мигрелами в лексический фонд абхазского языка проникло большое число мигрельских слов. Вместе с тем, влияние мигрельского языка ограничилось лексикой. И вопреки голословным утверждениям Кванцеладзе не затронула грамматическую систему абхазского языка. В то же время обратное влияние абхазского языка на мигрельский, как демонстрируют результаты целого ряда исследований, носило более глубокий характер, распространяясь не только на сферу лексики, но также на морфологию и синтаксис, что показано в работах Чикабава, Рогава, Гудава, Циколия, Хьюита, а также автора настоящего доклада. Таким образом, приведенный критический анализ
позволяет констатировать, что попытка ревизии автохтонного статуса абхазского этноса на территории исторической Абхазии, предпринимаемые в работах ряда грузинских ученых, и старых ученых, современных ученых, вступает в противоречие совокупности данных исторической и лингвистической науки. Указанные концепции лишены убедительной научной аргументации и не удовлетворяют критериям научной верификации, в связи с чем могут быть охарактеризованы как научно несостоятельные и отражающие политически мотивированные интерпретации исторического процесса. Спасибо большое. Немножко затянулось, но большой материал. Вот. Большое спасибо, Вячеслав Андреевич, за интересный доклад, точнее тезисы доклада, потому что у меня была счастливая возможность более широко ознакомиться. Есть ли в грузинском научном сообществе какая-то академическая полемика по и концепции этого Ингороква, и в целом по этногенезу абхазов? Потому что вы сами сказали, что большой пласт оставили классики грузинской науки по поводу этногенеза абхазов, и Джавахишвили вы упоминали, и Берзанишвили, Ламтатидзе, другие авторы. В настоящее время существует ли полемика, либо она все-таки носит более политизированный характер, какой-то направленный, связанный больше с пропагандистскими дискурсами? Да, это хороший вопрос. Хотя, конечно, мейнстримом является, конечно, то, что я говорил, да, мейнстрим. И тем не менее есть ученые грузинские, которые не придерживаются такой радикальной теории. Вот, в частности, Зураб Папаскери, который здесь у нас фигурировал на одной из фотографий. У него целый ряд работ по истории Абхазии. Он вообще из Абхазии родом. И он считает теорию Горохова ошибочной. Но он сторонник теории двуаборигенности Абхазии. Он считал, что, хотя абхазы считают, что абхазы жили в Абхазии с древних времен, но что им предшествовали, еще более древнее, да, предшествовали мигрелы-лазы. Вот так он считает. То есть он придерживается теории двуаборигенности. Хотя он отрицает эти все постулаты и Ингороква о том, что только грузины жили в Абхазии в древние времена, и также и Ванцеладзе и других. Также историк Лежава, он тоже из Абхазии, но Григорий Лежава, он в Москве он работал. Он даже написал статью о том, что вообще, где он рассматривает генезис теории Ингороквы. Он называет его теорию сознательной фальсификацией. Он считает, что это было ответом на сепаратистские устремления абхазов. Поэтому ему пришлось придумать теорию, чтобы эти сепаратистские тенденции на них ответить. Да? То есть он называет теорию фальшивкой практически. То есть, конечно, в Грузии давно уже работает уважаемый нами историк Георгий Анчабадзе, сын нашего знаменитого историка Зураба Анчабадзе, который он писал на эту тему и дискутировал с грузинскими авторами, и он занимает очень объективную, очень взвешенную позицию. И недавно мы видели тоже выступление молодого человека Цурцумия, да, Зура Цурцумия, тоже он, в принципе, практически опровергает эту теорию, просто прямо он не говорит, но тем не менее он считает, что она придумана, в общем-то, более-менее, и даже сравнивает с какими-то событиями в Германии в 30-х годах. То есть, в общем-то, но большой дискуссии там нет, естественно, и люди, в принципе, боятся, особенно те, кто считает, что это неверно. Они сейчас такой мейнстрим, что они боятся быть зашельмованы как непатриоты. Это, конечно, имеет значение. Поэтому мы не знаем, кто как думает на самом деле, но такой открытой дискуссии там не ведется. Кроме Зураб Папаскери, он считает, что и абхазы, и грузины являются автохтонными Абхазии. Или Лежава считал, что теория Ингороква, она просто фальшивка, фальшивая теория, то есть фальсификация, что теория основная фальсификация. Хотя оправдывал ее тем, что сепаратистские настроения абхазов. Такая ситуация сейчас.
Я, конечно, не читаю по-грузински так особенно, вот, и тем более сейчас плохо с литературой, чтобы так прямо знакомиться, но я думаю, что более-менее вот такая картина как бы нынешняя в Грузии. Хорошо. Да, пожалуйста. Да, я хотела спросить, вот, как мы сейчас все не можем не заметить этой активизации патологической, обострения некого. Вот. Но очень часто в комментариях пишут, что вы как бы вы абсуйцы, идите к своим адыгам. Такой уничижительной коннотацией, да? Ну вот есть мнение грузинских историков, есть мнение абхазских историков. А каково мнение адыгских или северокавказских? То есть готовы они нас принять в свое лоно, вернуть в свой дом? Что они думают о Хороший вопрос. Хороший вопрос, конечно, да. Но... И не обижает ли их вот эта вот уничижительная такая манера? Дикие. Вернитесь к своим адыгам. Да. Вы знаете, я мало видел работ вот, в Кабарде или в Адыгее, посвященной этой теме. Мало видел. И поэтому у меня нет даже вот впечатления никакого о том, как они к этому относятся. Ну, серьезные ученые, конечно, по определению должны как бы понимать, что это как бы является ненаучными, недостоверные. Кроме того, Ангарука покушается и на территории Адыгеи, да? Он считает, что вот, типа вот эти суффиксы псы, которые вода, да, река, это грузинский суффикс, ну вообще, вот. И поэтому здесь, в общем-то, конечно, но вот такого вот полемики я не видал нигде. Мы как бы одни. В этом отношении, да. В этом отношении, да, мы одни, вот, пока, и, значит, ну вот наш большой друг, конечно, профессор Джордж Хьюитт в Англии. Он, конечно, прекрасно знает ситуацию, знает грузинский язык, абхазский язык, знает кавказский языки. Он, конечно, у него целый ряд статей, которых опровергает эти теории, и с другими авторами спорит. Вот. Но вот на Северном Кавказе, в общем-то, никакой полемики по этому поводу я не замечал. Может, я что-то пропустил. Вот. Ну, вы знаете, что есть три теории даже родства кавказских языков. Значит, по одной теории все кавказские языки родственны. Теория, которая родилась в Грузии, иберийско-кавказская теория, так называемая, Чикабава, Ламзатидзе, другие. Другая теория считает, что вообще нет никакой связи. Три группы: абхазо-адыгские языки, насско-дагестанские и каратвельские языки между собой не родственны вообще, просто соседи. А третья теория о том, что существует две языковые семьи на Кавказе: северокавказская в составе двух ветвей, абхазо-адыгская и насско-дагестанская, и каратвельская. Между собой они не родственны. Ну вот большинство специалистов по языкознанию вот, в России сейчас, в частности на Кавказе, они приверженцы, большинство, теории вот, северокавказского родства, что абхазский язык родственен северокавказским языкам, дагестанским языкам и нахским языкам. Но другие считают, что все-таки, особенно те, кто в Тбилиси учили в свое время, значит, очень привержены теории вот, иберийско-кавказского родства, что все кавказские языки, братские языки родственные. Вот. Так что дискуссии я не видал. Вот. Владимир Лазовский, Максим Григорьевич, я председатель Санкт-Петербургского философского клуба Российского философского общества, здесь на отдыхе нахожусь. Я благодарен Вячеславу Андреевичу за совершенно замечательный доклад. Спасибо. И у меня такой вопрос. Вот, готовясь в Абхазию, сюда, посетить Абхазию, в первый раз, я немножко познакомился с историческими, культурными, религиозными традициями. И меня удивил один факт, что вот, оказывается, на территории Абхазии, у абхазского народа, значит, сочетается и мусульманская традиция, и христианская традиция, и еще и, так сказать, вот, местная, так сказать, традиционная, абхазская национальная религиозная традиция. Это очень толерантное, так сказать, редкое сочетание вообще где-то. И это очень напоминает одну из религий, мировых религий Бахаи, которые рассматривают вообще мир как единство в разнообразии, и религии как единое в разнообразии. Насколько это проявлялась вот такой вот уникальная ситуация, проявлялась в истории, в культуре, в философии абхазского народа. Мне бы интересно было. Спасибо. Спасибо, да. Это очень интересный вопрос. Даже по этому поводу есть работы, даже диссертации по этому поводу есть. Вот. Но, конечно,
сейчас, если спросить абхазов, то они скажут, что он либо христианин, либо мусульманин, правда же? Вот. Но есть люди, которые считают, что они вот, даже некоторые называют как в качестве религии апсура, да, вот как бы вот, народная религия или традиционная религия. Вот. Что характерно, что в Абхазии религиозный фактор не играл никогда политической роли вообще. Вот это очень важно, и это большой плюс для нашего общества, что у нас много разделяющих линий, но вот этого у нас, к счастью, не было и, надеюсь, не будет. Но вот, вот во время махаджирства, знаете, во время покорения России и Кавказа, все-таки религиозный фактор большую роль играл, и в частности те, кто вот были все-таки, в основном мусульмане были, потерпели как бы поражение, и были, многие из них были депортированы, но все-таки это было, мне кажется, завеса за другой причиной, более такая, ну вот как бы борьба за как бы самосохранение, вот, которая имела лишь просто внешнюю оболочку вот, борьбы религиозной, правда же, вот, джихад и так далее, все эти вещи, они все-таки, это была не религиозная борьба, была ну, более этнотерриториальная политическая борьба. Вот. И абхазское общество всегда было, это многие авторы писали в 19 веке, российские авторы, что оно очень толерантно к разным религиям. Ну вот у многих из нас вот сейчас вот спросишь, да, вот в моей семье, например, были бабушки и христианки, и мусульманки, и это вообще не было фактором никаким вообще. То есть они исполняли свои какие-то, ну, ритуалы, да, которые требовалось, это воспринималось как нормально, абсолютно нормально, в одной и той же семье. Вот это, конечно, редкое, видимо, явление, правда же? Мы знаем, что религия может настолько разделять людей, что вот в Северной Ирландии, допустим, практически, да, вот мы видели такая жуткая была бойня между католиками и протестантами. Но у нас, к счастью, вот этого нет, и надеюсь, что это сохранится. Это основа нашей философии народной, это толерантность к другому. И в частности, в плане его религиозных воззрений. Это уникальность. Да, она очень интересная, да. Спасибо большое за интересный доклад. У меня такой вопрос. Скажите, в современных школьных и вузовских учебниках Грузии о истории находите как-то отражение вот этого? Это очень хороший вопрос и очень интересный. Что-то недавно, вот какое-то время назад я даже читал что-то по этому поводу, но может лет 5 уже. Я вот, нужно освежить свои данные. Я лично вот я не знаю, надо это проверить. Как вот эта теория отражается в современном изображении. Ну, судя по соцсетям, видимо, это как-то... Поскольку молодежь даже не сомневается, что это так, да, то явно, что какое-то обучение, промывание мозгов происходит. Но или в школе делается, или просто как бы так вот в среде общей, трудно сказать. Надо просто связаться с грузинскими какими-то авторами, да, и попросить учебники, и вообще проверить. Их сейчас легко, кстати, можно переводить вообще учебники с помощью искусственного интеллекта. Да, и интересный этот вопрос, очень интересный, конечно, потому что настолько сейчас такой подъем вот этого понимания, то, что абхазы пришельцы, что они с гор спустились и так далее, что это не, именно у молодежи совершенно. Вот я, кстати, встречался в Нидерландах, там было один кавказское мероприятие, и там был один из беженцев, звездистов, попался мне, да, такой в черном костюме, такой молодой мигрилец. И он, значит, и первое слово, что он сказал, у вас нет слова море, для моря. Вот первое, что он сказал, при знакомстве. И нет слова для корабля или там, для лодки. Да? Вот, то есть у них есть такое, какие-то вот эти нарративы, которые они между собой муссируют, да, и как-то свято им верят. Является ли школьное обучение? Я вот не знаю, мне надо выяснить это. Спасибо. Если позволите, да. тоже. Я обратила внимание, вот смотрите, в теории урока, несмотря на то, что он считает абхазов грузинами, но почему-то царскую древних абхазов. Да, древних абхазов. Не современных, да. да. Однако царскую династию все равно почему-то считает ласской. Вот это интересно. Вот это непонятно, почему так? Знаете, вот есть статья, даже книга двух русских авторов, Виноградов, вы знаете, Виноградов, да, известные, и Белинский, да? Гугушвили. Нет, вот там два автора было, другая работа, да. И они пишут, что династия абхазских царей была ласская. Никаких доказательств, аргументов, вообще ничего, ссылки на источники не приводится. Ну, то же самое писал и Гороква. Понимаете, вот странно, правда? Все-таки они серьезные ученые, по крайней мере, Виноградов серьезные ученые, и как-то безнаказательно это говорить, утверждать, не ссылаясь вообще ни на что, да? Это странно, правда, согласитесь? Да. Я в своей статье упоминаю это их. Да, и еще, если позволите, да, по поводу имени Лаха. Да. Да?
Я, насколько помню, даже Юрий Васильевич Цулаев в одной из своих работ пишет, что вот эта цитата из летописи стоит самой целой летописи по своему значению. Он даже сказал, что вот это одно слово, да, вот Да. это, оно стоит томов, Да. исторических томов, одно слово это, да. Ну, просто хочу сказать, что в эпиграфике Да. встречается и в виде алыша. Так, эпиграфика, значит, это связано с братьями Хардзели, один из которых являлся воспитателем, один из которых являлся воспитателем Георгия Лаши. Ага. И если сейчас мне память не изменяет, в Маравшинском монастыре, это на армянском языке надпись. На армянском Да. языке. Период правления Алыша. это очень интересно, да. Ну, это давно Сейчас мне- могу путать, но сейчас вот... Это Да, она сохранилась, она... В грузинских источниках только Лаша без А в армянском... Да, это, кстати, у одного из армянских авторов Ну, был разбор этой эпиграфики, да. как раз в виде Алыша. Интересно. Таком- Кстати, вот, Армянские, я прошу прощения, армянские ученые на этот счет у них было какое-то выражено какое-то мнение по поводу этногенеза Абхазии, потому что все-таки были контакты между абхазскими и армянскими языками. Ну, Что-то есть? плохо изучено очень. Нет, достать современные ученые, что-то на эту тему. Я не Очень думаю. мало. Да? Да. Кстати, вот интересно, что слово обшил, оно зафиксировано в армянских источниках на 100 лет раньше, чем в грузинских источниках, в 7 веке. А в грузинских источниках появляется только как гапакс, да, он, значит, как обшилети, страна обшила. Обшилети, страна обшилов, то есть даже этноним не употребляется, а у армянского источника есть. И, скорее всего, было так, что какие-то источники были грузинские, которые утратили, которые нам не дошли, откуда армяне взяли это слово «обшил». Да. И, кстати, вот в современности сохраняется, я просто не сказал, просто времени, этот этноним сохраняется фамилия Апшилава. Это то же самое слово. Почему там «ше», а не «се», «апсил», да, «апсил»? Потому что в зыбском диалекте абхаз, апсуа, это не апсу, а апшуа. То есть шепелявый «се», который воспринимался в грузинском языке как «ше», поэтому «апшил». Вот. И, значит, и в армянском тоже «апшеги», да, «апшева». Вот. Так что это, конечно, очень яркий факт, как его абхазского языка, вот именно с глубокой древности, с первых веков, то есть первый век, правда же? Апшилы, апсилы. Да. Да, пожалуйста. Насколько в фольклоре непосредственно наших соседей Мигрелов, может быть, сванов, отражено древнее историческое взаимодействие с Абхазией. Значит, я хочу добавить то, что сказал про обшил, да, также у них слово есть обшилуры, сорт винограда, обшилуры уча, черный виноград, обшилуры. Это полагательное, обшильский, то есть буквально обшильский, прямо как этноним обшильский. То есть не фамилия, а уже прямо как его прилагательное обшильский, да. Значит, ну, сейчас я не могу сказать, что я знаток большой мигрельского фольклора, но очень многие авторы грузинских отмечают, что в грузинских источниках, кстати, это тоже Цурцуми тут отмечает, что абхазы всегда выступали в рыцарском обличии, что это рыцари, да, которые там свою честь ценили, свое слово, были хозяевами своего слова, то есть были во всех отношениях, вели рыцарский образ жизни, вот, и поэтому самые лучшие такие отзывы были об абхазах и грузинские народные, вот, даже пшавских, херсурских, хотя далеко регион, тем не менее, абхазы воспринимались как вот такой вот образ рыцаря, да, и мигрельский, то же самое мигрельское. То есть вот то, что сейчас у нас есть, да, такая неприязнь, да, очень сильная, это позднее явление, очень, это явление уже такого советского, ну, раннее, ну, 18 да, вот века, не века, 19 года и так далее. Вообще национализм – позднее явление. Он возник уже в очень позднее время, поэтому не было национализма в средние века, вообще не было. Была важная религия, да, но не нация, не этнос. Да. В связи вот с появлением новых возможностей технологичных, с тем, что сейчас делают генетические анализы, в том дискурсе, в котором вы сегодня нам читали лекцию, это нам может быть в помощь? Ну, смотрите, если вы имеете в виду генетика, да, палеогенетика. Да. Ну вот, хочу сказать о том, что вот кто такие абхазы генетически, да?
Но нет народов чистых вообще, не существует их, все перемешивались, и Багон, это все ясно, что, и, естественно, близкие народы соседние, они все больше и больше, как правило, они сохраняют одни и те же гены. Ну вот, если речь идет о Y-хромосоме, да, то есть, который проходит по мужской линии, вот, то абхазы состоят из 4 компонентов этнических. Абхазы, вот нынешние абхазы, 4 компонентов. Это, значит, Г2-2Б, это западно-кавказский, автохтонный. Вот. Его во всем мире, вот, скажем, в Сардинии 10%, да, людей с этой гаплогруппой Г2-2Б. У абхазов она где-то 45% у абхазов. Мировой, значит, полюс – это шапсуги. В шапсуге до 80%. То есть оттуда как бы такой эпицентр шел. Вот. Ну, у быхов тоже большой процент, у адыгов и так далее. И у мигрелов, и у сванов. То есть биологически мы очень близки. Ну, соседи, естественно, брали в жены друг друга, естественно, все это понятно. То есть биологически мы очень близки. Вот. Второй компонент – это ближневосточный, J2. Это вот нас связывает с югом, с хаттами, с шумером, там, с древними цивилизациями. Третий компонент – это восточноевропейский степной, R1A. Это связывает нас с иноевропейцами, с тюрками, вот со всеми, все, что было с скифами, с аланами, все, что было вот в степи, вот, которое сюда проникало. И, наконец, последний – это западноевропейский, R1B. Западноевропейский у нас компонент есть, где-то 15%, вот мы западноевропейцы частично. Так что, итальянцы, да. Вот, так что, в общем-то, все народы смешаны, и вот эта компонента, 4, да, она вот 4 компонента, она присутствует в разных немножко, ну, как сказать, в разных пропорциях во всех западно-кавказских народов. У адыгов, у быхов, у абазин, и значит, у кого-то больше Г2Б, у кого чуть меньше, вот, но вот у шапсугов больше всего их. Вот. И вообще-то у нас проект очень интересный есть в Академии наук по много аспектов, правда, там история, источники, все такое. Один из проектов был по созданию генетического портрета абхазского народа. Это сейчас легко делается, в общем-то, тоже собирается в Москве, да, и, значит, я вот считаю, что необходимо это провести, мы этот проект продолжим, то есть мы его осуществим, и нужно также абхазскую диаспору тоже, потому что она меньше перекрещивалась. Мы все-таки более смешаны, чем они. И я, когда вот работаю с диаспорой, я всегда начинаю с генеалогии. Кто ваш отец, мать, вот, да, помнят. И в основном это этнические абхазы. Они брали с соседних сел, да, скажем, да, не из села. Вот. Но все-таки это они не брали, то есть этническая эндогамия была у них. Они не брали, значит, брачных партнеров с других национальностей, как правило. Сейчас уже все больше в городах, естественно, но раньше это. Поэтому они сохраняют лучший генофонд наш, чем вот мы. Вот. Да. Вячеслав Андреевич, вы не только как известный ученый, но и как политик, бывший министр иностранных дел, как вы считаете, стоит вот этот вопрос поднимать на уровень государства и провести какую-то конференцию с привлечением иностранных ученых из России, Северного Кавказа, Москвы? Это очень, спасибо за вопрос, очень важный вопрос, потому что вот если смотреть чисто вот на объем грузинского нарратива в социальных сетях, который это цунами просто, понимаете, и наш ответ очень слабый, я бы сказал бы. Вот, конечно, есть разные уровни, да, вот ответа, скажем, да, это уровень бытовой, скажем, да, там, который часто вот на площадную брань переходит, но есть уровень повыше, правда же, вот такой, более такой, сказать, ну, не совсем академический. Да, и вот я бы сказал, что по сравнению с нашей повесткой, нашим присутствием в информационном пространстве лет 15 назад было больше, чем сейчас. Мы абсолютно эту область запустили. Происходит деградация нашей политики, как сказать, нашей информационной, как сказать, деятельности. Просто деградация. Вот Абсны пресс, пример. Вот, раньше все агентства мира, я занимаюсь этими вопросами, да, идеологии и пропаганды уже с конца 80-х годов. Вот. Все агентства мира цитировали Абсны пресс. Сейчас мы забыли, что она существует уже. Настолько она уже не занимает не имеет собственной повестки. То есть, в общем-то, это очень важный вопрос. Мы занимаемся этим вопросом. Вот у нас есть сейчас группа, которая
Мы вот сегодня у президента были по этому же вопросу, и до этого были, нашли полную поддержку, полное понимание, что необходимо обязательно делать. Мы не можем быть беспечными на фоне вот такой идеологической накачки населения, и не только грузинского, но и вот русскоязычного, да, и северокавказского, допустим, на них тоже распространяется эта информация. Если посмотреть на эти сайты или ролики, да, вот, которые я цитирую, грузинские, количество просмотров 80 тысяч, 70 тысяч, 60 тысяч, очень много людей их смотрят. А нашего контента почти нету, но очень мало. И поэтому нужно обязательно, это вопрос национальной безопасности, нужно обязательно им заняться. Я с вами полностью согласен. И надеемся, вот сейчас что-то попытаемся что-то сделать. У нас, кстати, хорошие кадры есть, хорошие ресурсы человеческие, просто нужно их организовать. И финансирование необходимо, конечно же. И, в общем-то, вот Шеварднадзе, когда война закончилась, грузино-абхазская, он признал, что Грузия проиграла в информационной войне. Это говорит о том, что возможна победа в асимметричной войне информационная, если собрать ресурсы и быть, как сказать, принципиальным. Но сейчас мы проигрываем. Вот сейчас, наверное, мы проигрываем, но мы должны собраться, да. Спасибо большое, что вы подняли этот вопрос, подняли его на академическом уровне. Если я правильно понимаю, мне кажется, этот вопрос в нашей академической среде, в Абхазии, уже не является дискуссионным. То есть для нас это не вопрос каких-то полемик, дискуссий, да? То есть мы, в общем-то, располагаем. Ну, внутри общества мы по этому поводу не спорим, да. Да. Согласен. Слушала от вас достаточно научно аргументированные, обоснованные, то есть мы можем доказать. Да, абсолютно. Скажите, пожалуйста, может быть, надо идти более радикальным путем и просто официально объявить эту теорию или концепцию экстремистской на официальном уровне, хотя бы вот здесь у нас в Абхазии. То есть объявить ее как экстремистская идеология и запретить, да, упоминание и так далее. Как вам кажется, такая идея? Интересно. Кстати, вот было... Стоит ли заниматься вот, внутри нас какой-то дискуссией, полемикой? Во-первых, начать с того, что мы просто признать экстремизм. Ну, да, непростой вопрос. Настолько она слабая, эта теория, вот настолько слабая, да, настолько ее легко разрушить, вот как песчаный, знаете, замок из песка, что в общем-то, нужно бороться с общественным мнением враждебным к Абхазии, да. Но вот эта сама теория, я не знаю, как вы считаете, вот на каком-то уровне официальном ее заклеймить, мы так ее заклеймили давным-давно уже. В учебниках она... Запрещают нам, В наших учебниках она заклеймена. В учебниках везде пишется, да, теория, во всех наших нарративах исторических, везде она упоминается, как в крайне негативном плане, у Станислава Лакоба, скажем, Царство Небесное, у Чабадзе, даже его сын Ген Чабадзе тоже в Грузии, находясь в Тбилиси, он на негативном плане пишет и так далее. То есть, значит, Папаскири, Зураб и так далее. Она как бы, она вообще маргинальная теория, она не является мейнстримом с точки зрения вот, официального дискурса, да? Грузинские политики не говорят, что вот абхазы пришельцы, да? Сейчас они говорят, наоборот, что абхазы братья и сестры. Вот. Но вот именно вот обыватели, да, вот они, для них это мейнстрим, для обывателей. И насколько это опасно, надо тоже решить, да, надо понять вообще, надо проанализировать. Мне кажется, что происходит дегуманизация абхазов таким образом, да, как бы они вот демонизируются и дегуманизируются, что они уже не люди, а какие-то вообще пришельцы, какие-то маргиналы, которые захватили территорию, древние территории Грузии и так далее, понимаете? Вот это опасно, что дегуманизация абхазов в лице молодежи грузинской. И оно может иметь какие-то последствия, если, не дай бог, это будет более серьезные у нас столкновения.